что, покушали мы вот в этом вот старике Хинкаучи. Взяли там 12, ой, каких 12, по 3 штучки хинкали, короче, сильно это у нас такого желания наесться не было, ну как бы нормально так, по 3 штучки взяли. Лимонадик взяли, грузинский, получилось что-то в пределах 600 рублей перекус. Соус какой-то, ну это вот тут река, такая река. Течет вовсю, течет река. Волга. Ну, с этой стороны она. А вот это вот похоже чем-то сооружение на Эйфелеву башню. Да? Чем-то оно похоже. Но это не Эйфелева башня. Так, вот это вот у нас здесь картины продают. Вот здесь вот ялтинские художники. Ну и сейчас посмотрим. Это вот этот блогер, самый первый блогер, который был. У него он такая большая видео камера пленочная еще с пленками. Какая-то экскурсия идет непонятная. Ух ты! А чей пес? Смотрите, прямо тут посреди. Пес Барбос. Ты чей? О, боже. Он чем-то недоволен. Собака. Девочка, собака. Так, первый блогер вот этот вот. Ханжинков. Вот у него такая камера была большая. На бобины такие снимали. Пленка была. Вот что-то этот пес здесь разошелся, смотрите, он лает. Вот такая пони здесь гуляет, лошадка. Что-то она лает. Что лаешь-то? Лишь бы не выскочил только, а? Тут он еще одна собачка сидит. Я говорю, Ялта это заповедник собак и кошек. Тут их так много. Я думал, что одни как бы собаки, да, ой, вернее кошки, да, оказывается и собак много стало здесь, бродячих. Так, а там вообще связь будет у нас, а? Стоит ли туда идти? Ну, народу я бы не сказал, что мало. Вот здесь вот в этой точке народу дофига. С крыльями для фотографии, что ли, она. Музыка играет. Так, почем цены на пахлаву? 130 рублей. Медовая вот такая вот. По 200 рублей. Чурчхела продается. Чурчхела. А вот это, по-моему, какой-то дом-музей. Да, вот это литературно-исторический. Вот это вот. Да. Ну, такой небольшой, там можно за 15 минут весь этот дом-музей пройти. Так, здесь у нас эти картины. Картины. Почему-то художники не любят, что их снимают, как бы авторское право. Так, кто меня смотрит? Один человек смотрит. Что-то мне удобнее так ходить, снимать, чем горизонтально его держать. Проверить качество связи, какое здесь. Но я думаю, что вообще фиговое, да? Вот здесь вот с бараниной, с говядиной, самса тандырная, вот такие вот лепешки по 180-150 рублей продают. Вот они, да? Хачапури, брынза вот 130, пирожки с картошкой по 70, с печенью по 70, гребешок со сгущенкой 70, кубиты 130, сосиска в тесте 90 рублей. Да, ну цены, конечно, не маленькие. Здесь еще какое-то заведение, кафе, бар, кебаб.
Кебаба. Цены тоже хорошие. Цены сейчас подросли на всю еду, поэтому нужно особо и не смотреть, не расстраиваться. Так, экскурсии почему-то. Экскурсии-то работают, нет? Что, экскурсии даже не работают, что ли? Так, столовая «Смак». Едим как дома. Чабурек. Пиво «Сидор» по 100 рублей 0,5. Дары Крыма, косметика, мед, чай, варенье, сувениры. Столовая «Смак». Едим как дома. Так, у них как здесь оплата идет? Ну, котлета одна куриная 120 рублей. Стоит 120 рублей. Борщ украинский с мясом 115. Салат витамины 85. Каша рисовая 85 рублей. Ну, вот такие примерно цены. Вход со своим спиртным и напитками и едой запрещен. О как. Так, а 150 грамм пюре 85 рублей стоит. Примерно такие цены. Так, здесь вот дары Крыма, косметика, мед, варенье, чай, сувениры. Такое интересное дерево. Нужно взять вот такие вот ролики и кататься на них. Сегвей, или как он называется. Сквер имени Калинина. Вот это называется. Так, слышу, какая-то музыка грохочет. Ну, видать, там опять на набережной исполнители различные. Собачка бегает с ошейником. Значит, она не бродячая, не бездомная. Довольно все зелено. Такой все-таки богатый здесь воздух. Богатый воздух. В смысле, не сухой, вот влажность от моря, плюс еще, значит, от растений, от розы. Да, все это, соответственно, благовоние, все это смешивается. Плюс горный воздух и довольно богатый, насыщенный ароматами воздух. Такой коктейль. Дышать это полезно. У кого бронхолегочные, еще какие-то заболевания. Вот здесь надо отдыхать, лечиться. Так. Оба. Спасибо. Чуть не урезали меня. Где-то запретили вот этим кататься, как бы, чтобы не было столкновений всяким разным самокатчикам и так далее. Ну а здесь свобода, передвижение. Можно ездить на чем угодно. Вон там товарищ поет песни. Вон он стоит. Это как раз ресторан «Апельсин». И вот напротив него вот это, артист этот поет песни, певец какой-то. Вот здесь вот можно перекусить. Ешпей, картофель фри 180 рублей, хот-дог 190. Примерно такие цены. Так, а это у нас памятник Краснову, архитектору, который строил еще при царе много-много-много зданий здесь, в Ялте. В том числе и Ливадийский дворец он построил. Так, здесь вообще громыхает, вообще здорово.
Вот наггинсы 6 штук 200 рублей, 9 штук 250. Здесь уже ресторан подороже. До 12 часов работает он. И там мадамы сидят. А вот товарищ на трубе играет. Он должен быть с собакой. Слушайте, тут грохот со всех сторон. Грохочет музыка. Ох ты, смотрите. Magic Story. Игрушки. И здесь вот такая вот штуковина. Что, надеюсь, связь более-менее. Вот такая вот. Типа это как колесо обозрения, да? Сделали. Прикольно, да, поставили такой вот. Не видела раньше. Ух ты, какое дерево большое. Какой у него большой широкий ствол. Просто обалдеть можно. Тут еще ресторан синим. Женева. Женева. Швейцария типа, да? Вот тут у них меню, можно ознакомиться. Ну, тут, конечно, стильно так. Так. Ага, спасибо. Вы нас приглашаете. О, дали баннер рекламный аквапарка Атлантида. Вот, можно будет сходить туда. Ну, не в этот раз. Как-нибудь потом сходим. Так, а здесь вот дом музыкантов, да, по-моему, сколько я помню. Такое красивое ажурное здание. Какие-то шары здесь. Смотрите, шары. О, какие шары. Типа у них что-то должно расти. А, цветочки. Вон там вон цветочки есть, а здесь цветочки что-то завяли. Их никто не восстанавливает. Так, а здесь что у нас? Здесь какие-то фотографии. А, это вот глицинии. Фотки с глициниями. Глицинии в Ялте. Целая, смотрите, фотогалерея вот здесь вот. Глициний. Кто-то там на барабане уже стучит. Ну, пока, кстати, светло. Это хорошо, можно походить, поснимать. В темноте-то будет качество не очень. Если вообще будет. Тут вообще с большим риском проводить стримы можно, потому что может и качество быть плохое, и связь быть плохая. О, а тут акватория. А, это вот этот аквапарк Атлантида, да? А, это они тут заманивают, это у них, короче, связь тут какая плохая тут связь. Слушайте, уже пожилым